В эфире «Вечерние новости» расскажем о самых заметных событиях выходного дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Масштабное строительство и реконструкция дорог пройдут на востоке Якутии. Зампред правительства Ольга Балабкина завершила рабочий визит в Алекминск. Что удалось обсудить и какие планы наметить? Академия детства открылась на базе одного из детских садов Якутска. Ребятам будут прививать рациональное использование ресурсов. Верхояние будет ближе и доступнее. Это станет результатом реализации масштабного строительства и реконструкции дорог на востоке региона. Такие цели прописаны в соглашении, которое в Москве подписал глава Якутии и гендиректор крупной горнодобывающей компании «Полиметалл». Каких инфраструктурных изменений ждать жителям региона, узнал наш СОБКОР в Москве Максим Кардозо. Автомобильная дорога Яна начнет меняться уже в следующем году. Крупная реконструкция трассы предусмотрена в рамках нацпроекта «Безопасные, качественные автомобильные дороги». Правительство Республики Саха-Якутия построит порядка 67 километров круглогодичной дороги Яна до Тополиного. Точнее, не построит, а приведет нормативное состояние. Состояние дороги там сейчас очень слабое, плохое. И в ходе этой реконструкции будут также отремонтированы, практически по новой построены 4 крупных моста на дороге Яна. В общей сложности республика вложит в этот проект порядка 2 миллиардов 300 миллионов рублей. Эти обязательства стали частью соглашения, которое Якутия подписала с одной из самых крупных в стране горнодобывающих компаний «Полиметалл». Промышленный гигант вкладывает собственные средства в реконструкцию инфраструктуры региона в рамках развития серебряного месторождения «Прогноз» Верхоянье. Полиметалл обязуется приступить к проектированию моста через реку Тампо в поселке Тополиное, а также к трассировке нового маршрута Зимника до Барыласа от Тополиного. Работ предстоит достаточно много, они будут выполняться, скорее всего, 3 года. Протяженность автозимника с продленным сроком эксплуатации, который построит компания «Полиметалл», составит почти 350 километров. В дальнейшем эта дорога будет передана в собственность Якутии. И, соответственно, в дальнейшем мы уже будем менять прохождение региональной дороги Яна через как раз населенные пункты Верхоянского района с выходом уже от Барыласа через другие села Верхоянского района на Верхоянский Батагай в дальнейшем. То есть это очень важный такой стратегический подход к решению давней задачи по строительству и обеспечению транспортного сообщения, транспортной доступности в Верхоянском районе, который сегодня, к сожалению, является, наверное, наиболее труднодоступным районом. Все эти проекты помогут создать перспективный транспортный каркас арктической зоны республики, который поможет сделать жизнь жителей Северо-Востока Якутии более комфортной. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На территории республики за прошедшие сутки зарегистрированы 218 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 49 носителей. Такова информация регионального оперативного штаба. Так, в Якутске зарегистрированы 119 случаев, в Вилюйском районе 11, в Алданском, Сунтарском и Усть-Майском по 6, в Верхневилюйском, Горном и Нюрбинском по 5. Остальные районы от 1 до 4 заболевших. За сутки в Якутии от коронавируса скончался 1 человек. С начала распространения COVID-19 в Аймиконском районе зарегистрированы 271 случай заболевания, выздоровевших 222 человека. В Центральную районную больницу госпитализированные находятся на лечении 17 человек, на амбулаторном 32 пациента. Все службы района работают в режиме повышенной готовности. Решением оперативного штаба развернут дополнительный инфекционный стационар на базе муниципального учреждения. Также по решению оперативного штаба 1 школа переведена на дистанционное обучение. Следует отметить, за последние 3 месяца напряженная эпидемиологическая ситуация была и в сельских поселениях. В настоящее время сейчас ситуация стабилизировалась. Среди заболевших лиц все контактные лица определены, обследованы и находятся под наблюдением медицинских работников. Между тем завершился рабочий визит в Алекминский район зампреда правительства Якутии Ольги Балабкиной. Что удалось обсудить и какие планы наметить во время поездки, узнала Елена Фаст. Накануне перед вылетом уже вечером в ряде прочих мероприятий Ольга Валерьевна посетила учреждения, которые благодаря различным программам провели огромную работу. Центр культуры «Гармония» вошел в проект «Единой России. Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры».
Преобразилась и детская библиотека. Фантазия и любовь коллектива помогли создать здесь замечательные зоны для маленьких любителей книги. По федеральному проекту «Культура», вы помните, что в нем тоже Алекминская библиотека участвовала. Она не просто приятно удивила, я думаю, что это сегодня, без ложной скромности можно сказать, что лучшая модельная библиотека. И я благодарю коллектив за такой творческий подход к такому вот библиотеку Дома Алисы или Гарри Поттера. Они уже определятся сами. Очень здорово, что у юных алекминчан, благодаря вот именно национальному проекту «Культура», появится вот такая вот достаточно интересная современная библиотека. В день отъезда зампред встретилась с профсоюзом Центральной районной больницы, обсудив ряд вопросов. Введены ряд совещаний, которые касаются не только реализации нацпроектов, но и ковида. И, соответственно, сегодня еще раз сверены часы с работниками учреждений здравоохранения. Встретилась я и с профсоюзами, и с коллективом, потому что впереди стоит очень нелегкая задача. Задача, в общем-то, выведения системы здравоохранения на нормальный плановый режим, при этом сочетать в борьбе с коронавирусом. Завершил визит выезд на строительную площадку спального корпуса психоневрологического диспансера, где идут работы. График работы соблюдается, отметила Ольга Валерьевна. Мы знаем, что здесь, в Алекминске, началась реализация национального проекта «Демография» по проекту «Старшее поколение» и строительство 3 корпусов, дополнительных спальных корпусов для дома престарелых. Необходимо обратить внимание, что он будет, во-первых, более расширенным по смене статуса. Это будут не просто спальные корпуса для психоневрологического интерната, это будут, в общем-то, корпуса в целом для лиц старшего поколения. Стройка идет в соответствии с теми, значит, графиками работ, которые установлены в том числе Министерством труда Российской Федерации. И нужно сказать, что, значит, подрядчик работает в срок. И, значит, все выполненные работы в этом году, они осуществлены им вовремя. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Предприниматели передали администрации Якутска 20 тысяч защитных масок для бесплатной раздачи в общественном транспорте. По их мнению, сегодня это стало необходимостью из-за роста заболеваемости, а также высоких цен на средства индивидуальной защиты и не всегда их хорошего качества. В мэрии выразили надежду, что и другие предприниматели присоединятся к этой инициативе. Наверное, это не секрет. Сейчас все смотрят новости о том, что рост заболеваемости у нас в Якутии очень высокий. Мы находимся в красной зоне. Почему так происходит? Во-первых, это высокая ценовая политика на маски, СИЗы, да? И некачественные товары. Очень многие там поставщики лукавят, допустим, да? Или с производством сейчас какие-то проблемы, не справляются. Да? К другим темам. Полигон бытовых отходов открыли на территории акционерного общества РНГ, недалеко от села Тас-Юрях. Помощь местным властям в утилизации – часть социально-экономической программы компании. О проектах промышленников расскажет Анна Винокурова. Полигон ТБО открыт. Поздравляем всех. Хочешь заехать на полигон, пройди весовой контроль. Именно это и делает большой груз. Полигон площадью более 2 гектар акционерное общество РНГ построило на восточных блоках Среднебатубинского месторождения недалеко от поселка Тас-Юрях. На территории полигона несколько площадок под бытовой мусор, загрязненную почву и жидкие производственные нефтяные отходы. Экологические и санитарные требования для этой площадки нефтяники учли еще во время проектирования, чтобы в будущем не навредить окружающей среде. Здесь установили инсинераторную установку. Это оборудование для сжигания мусора. Те отходы, которые не подлежат сжиганию, они пластами складируются и засыпаются грунтом, который здесь у нас тоже находится на полигоне. Ну а все остальное это значит бытовые, пластик, дерево и все, что остается после жизнедеятельности человека, это все уходит на инсинераторную установку. Строили полигон по новейшим стандартам. Компания РНГ закупила сертифицированное оборудование, обеспечила противопожарную и противоаварийную безопасность. Полигон твердых бытовых отходов предназначен для утилизации не только мусора компании РНГ, но и для нужд Мирнинского района. Здесь будут принимать на утилизацию отходы села Тас-Юрях. Для твердых бытовых отходов Тас-Юряхи предусмотрят отдельный объект. Жители поселка создадут график, и по определенным дням машина РНГ будет забирать отходы на безвозмездной основе.
Компания РНГ в целом участвует в социально-экономическом развитии нашего села Тасюрях. И вот объекта полигон ТБО, конечно же, будет способствовать и вообще поможет нам в создании комфортной жизнедеятельности нашего населения. Сегодня проблема утилизации мусора актуальна по всей России. Алмазный край не исключение. Мирнинский район давно нуждался в современных полигонах. Площадка на Среднебатурбинском месторождении станет примером для других компаний и населенных пунктов. Можно сказать, что у нас один из первых вот здесь, благодаря акционерной компании РНГ, построен современный, новый, отвечающий всем требованиям полигон твердых бытовых отходов. Следующая большая у нас работа – это по строительству нового полигона твердых бытовых отходов для Мирного, Чонинского наследия и поселка Алмазный. Проектные работы сейчас выполняются, мы попали в федеральную программу, и в ближайшие несколько лет этот новый современный тоже полигон должен быть построен. Вопрос сохранения экологии для РНГ – одна из приоритетных задач. Компания РНГ остается верна своим принципам и продолжает ответственно вести свою деятельность во взаимодействии с местной администрацией. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Торжественное открытие Академии детства имени Тамары Комаровой прошло в стенах детского сада номер 18 «Прометейчик» в Якутске. Это современный инновационный механизм обучения, основанный на кластерном образовании и широком взаимодействии общественных институтов. Цель – продвижение социальной экономики, рационального использования ресурсов и устойчивых практик в образовательной и предпринимательской среде. Создавая Академию детства, мы не подменяем существующие в республике замечательные образовательные организации, сохраняющие и развивающие традиции якутского образования. Наша миссия – экономики знаний, современную модель образования. Под современной моделью образования мы подразумеваем модель, которая будет обеспечивать необходимыми кадрами государство, общество, бизнес для сохранения конкурентности территории. На этом программа подошла к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.